Высота 1158 метров до уровня Мирового океана. Здесь, на площадке, прямо у подножия башенного комплекса Хамхи, и развернула свой лагерь группа «Русский экстрим». В данное время полным ходом идет сборка воздушного шара и другие подготовительные работы. В результате слаженной командной работы и сборка конструкции теплового аэростата не затратила много усилий, и воздушный шар с экипажем на борту в скором времени поднялся в небо. Полет на воздушном шаре, согласно статистике, является самым безопасным из всех существующих способов перемещения в воздушном пространстве, и поэтому экстремалы смогли, не торопясь, полюбоваться красотами горного района. Мы взяли все, что могли с собой. Вот. На самом деле рассчитывали на вертолет еще. Поэтому у нас подготовлена такая достаточно большая парашютная программа. Но, к сожалению, пока прыгнуть неоткуда. Я вижу, что здесь есть какие-то, может быть, перспективы попрыгать с скал отвесных. Я вижу, что они достаточно высокие здесь. Ребята поехали на сноубордах посмотреть, какая там обстановка. Тем более, я так понимаю, что рассматривается перспектива здесь делать какой-то горнолыжный курорт. Вот. И было бы, конечно, мнение ребят, которые катаются на горных лыжах, об этом месте. Вот. А наше впечатление первое такое очень положительное в плане того, что очень красивая архитектура сохранилась. На самом деле, благодаря, я, честно говоря, очень много ездил по другим странам, в Европе бывал. Вот. Но в таком состоянии, хорошем, старые такие красивые архитектурные сооружения я нигде не видел. Горная Ингушетия имеет благоприятные природные условия для организации горнолыжного отдыха. Здешние места отличаются пологими склонами, что дает возможность максимально развить этот вид спорта. Это была моя идея для того, чтобы показать всему миру, что такое Ингушетия, наши горы, наши святыни, наши башни, чтобы люди увидели наши эти красоты, историю. И самое главное, посмотрели, что сюда можно приезжать. Здесь есть интересные места для проведения и мероприятий, для познавательных вещей и так далее. Все это делается для того, чтобы открыть миру Ингушетию перед тем, как вы все знаете, что предполагается строительство горнолыжных курортов, но не только горнолыжных, и вообще курортов всяких. И сюда люди, я уверен, что будут приезжать и для отдыха, для экстремального отдыха. Особенно зрелищными были полеты на парапланах, которые, словно птицы, парили в небесном пространстве. Группа «Русский экстрим» проводит в республике еще один день, и у всех желающих есть возможность оценить уровень их мастерства. Илья Черкив, Рамазан Ахильгов, Ибрагим Асканов, Вести Ингушетия.